маленькая Аиша больше 4 месяцев переживала вся страна. Особенно волновались и молились здесь, в родной Ингушетии. Девочка очень многое пережила. Побои ей наносила родная тетя. Именно она довела ее до тяжелого состояния. Потом за жизнь ребенка боролись лучшие столичные медики. Ампутации руки, долгие годы лечения, реабилитации. Вот сегодня самолет приземляется здесь, в родной Ингушетии, где она должна начать новую жизнь. На борту самолета особенно пассажир. К такому вниманию журналистов 7-летняя Аиша за эти месяцы, кажется, уже привыкла. Уставшая, но счастливая девочка наконец на родине. Там, на небе, они с мамой долго разговаривали и строили планы. Теперь все будет по-другому. Они вместе начнут строить мир, который в какой-то момент начал рушиться. Она хотела к брату поехать побыстрее. Вот чувствует. Видно, что она хорошо чувствует, активная, бегает. К приезду Аиши готовились. Весь день братья Тимур и Ибрашка наряжали елку, которая, видимо, очень понравилась девочке. Не теряя времени, все начали разбирать новогодние подарки. Это кто рядом с тобой сидит? Это Ибрашка. И кто? Ибрашка. Кто он тебе? Братик. А вон тот кто? А вон, вот Это который. тоже братик. А его как Брат. зовут? Его Тимур и Ибрашка. Тимур и Ибрашка. Нет, его Ибрашка, а это Тимур. Аиша будет жить со своей мамой. Новую квартиру для них снял и оплатил за год вперед член Совета Федерации Билан Хамчиев. Район подбирали специально. Здесь рядом школа, в которую, скорее всего, уже в следующем году пойдет Аиша. Самое главное сейчас для девочки – внимание и любовь. Ей этого очень не хватало. Нам надо вернуться в Москву через минимум 2 месяца на подготовленную протезу. Это уже в дальнейшем лечение Аиши. Вспоминает тот дом, вот это все она вспоминает. Ну, я пытаюсь забыть, чтобы она все это забыла, чтобы не вспоминала об этом. Я хочу своих детей побыстрее обнять и поговорить с ними, посидеть. Я радуюсь, что я уже дома, что девочка со мной, и мы с ней больше не расстанемся в дальнейшем. Семье предстоит решить много социальных и адаптационных вопросов. Ребенок будет под пристальным вниманием социальных органов. Момент, когда мы упустили ситуацию именно с трагедией, естественно, уже нельзя допустить не то что с Аишей, но и в общем в республике. Мы совместно с органом опеки и попечительства, с сотрудниками ПДН, участковыми, КДН, комиссия по делам несовершеннолетних, естественно, будем отслеживать, смотреть, в каких условиях ребенок проживает, в каких условиях ребенок живет. Самое главное, самая первая теперь задача – это задача мамы. Смотреть за детьми и выполнять свои родительские обязанности. Как отметил адвокат представителей матери Аиши Лиды Ажиговой Елена Мисалова, все социальные обязательства будут выполнены. Ребенка нужно поставить в первую очередь на учет и определить группу инвалидности. Первый социальный вопрос, который будет решаться в отношении девочки, это, значит, медико-социально, значит, все вопросы, связанные с адаптацией ребенка, все вопросы, связанные с, значит, получением инвалидности ребенка, с постановкой на учет, значит, и наблюдением ребенка в дальнейшем. Значит, как сказала мама, планируется, что ребенок через 2 месяца должен поехать в Москву на контрольные, значит, лечебные процедуры. В дальнейшем, от которых зависит, когда, в какие сроки она получит и протезы. В первую очередь Аише нужно отдохнуть. Впереди еще курсы лечения и социальной адаптации. К Новому году у семьи свои планы. Этот праздник они отметят все вместе, так как мечтала Аиша. Мороженое пока нельзя, а вот шоколадок хватит надолго. Лина Сычуева, Адам Далаков. Новости 24.